за милость Твою, благодать к нам, за это чудесное утро, за то, что мы пришли сюда сегодня своими ногами, Господь, живые и здоровые, Господи. Мы отдаем это собрание в руки Твои, Господь, и просим Тебя, будь посреди нас, Господи, говори в наши сердца. Мы посвятили своей жизни Тебе, Господи, и мы отдаем этот день также Тебе. И мы ожидаем от Тебя, Господи, мы склоняемся в молитве и в ожидании, что Ты будешь действовать в наших жизнях на этом собрании сегодня. Господи, говори нам, исцеляй нас и направляй нас, Господи. Вся слава да будет Тебе на этом месте. Аминь. Давайте мы Господу аплодисменты дадим, ибо Он достоин. Аллилуйя. И давайте мы Его прославим так, как никогда раньше. Давайте будем петь от всего сердца. Аминь. Воскликну аллилуйя в присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя. Вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя. Мое оружие хвала. Воскликну аллилуйя. За нас воюют небеса. Воскликну аллилуйя. В присутствии врагов моих. Воскликну аллилуйя. Вижу я, как тьма бежит. Воскликну аллилуйя.
Возглашаю громче, возглашаю громче, возглашаю громче, возглашаю громче, возглашаю громче. В присутствии врагов моих возглашаю громче. И вижу я, как тьма бежит, возглашаю громче. Мое оружие хвала, возглашаю громче. Знамя своюют небеса, я буду петь, что моих бог.
лучшее еще впереди. Знаю я, ты со мною поднимаешь, если падаю я. Всей душой я с тобою, твоя милость восхищает меня. И все вместе, все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит, ты мое лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит, ты мое лишь для тебя. Ты не оставишь, ты не покинешь, если мир мне объявит войну. Стрелы расплавишь, скалы раздвинешь, только руку к тебе протяну. Знаю я, ты со мною поднимаешь, если падаю я. Всей душой я с тобою, твоя милость восхищает меня. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит, ты мое лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит, ты мое лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя, лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Все дни моей жизни, пока я буду жить на этой земле, пусть сердце мое стучит и поет лишь для тебя. Только для тебя, Господь, каждый день нашей жизни мы благодарим Тебя, наш Бог. Аллилуйя. К Тебе прихожу, и жизнь свою от Твоих ног положу.
Твой источник, когда плачешь, когда славишь, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит, будет рядом, не Да прибудет Божья милость среди тысяч поколений в Твоем роде, в Твоем доме, в Твоих детях и в их детях. Его слава пусть наполнит каждый вдох Твой, каждый выдох, каждый вход Твой, каждый выход. Он откроет, Он с Тобою ранним утром, поздней ночью. Он Твой воздух, Твой источник. Когда плачешь, когда славишь, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит, будет рядом, не оставит. Хранит пусть тебя Бог, явит милость свою и благословит. С тобой пусть пребудет, даст сердце мир. Да будет мир в каждом сердце. Аллилуйя, Господь, за Твой мир, Божий мир. Аллилуйя Тебе, наш Бог. Господь, дорогой Отец Небесный, мы принимаем Твой мир, Господь, который Ты даровал в наших сердцах. Пусть Твоя любовь, которая излилась Духом Святым, прямо сейчас высвобождается на этом месте, являя Твою славу, Твое святое присутствие. Отец, мы благодарим Тебя за Твою великую милость, за Твой совершенный мир, Господь, который есть в наших сердцах. И мы сегодня исповедуем славу Твою, Господь, Твое царство в наших сердцах, в нашей жизни. Господи, Ты, Иисус, Ты создал церковь и сказал, что врата ада не одолеют его. Именем Иисуса, Господь, мы провозглашаем защиту крови Иисуса Христа над нашим духом, над нашим разумом, над нашими сердцами, над нашим телом, над нашими домами, Господь, над нашими родными. Господь, мы освобождаем Твою великую волю, Господь, на этот мир, на наши жизни, Господь, на наш город. Мы благодарим Тебя, Господи, что некогда рожденных в разных местах Ты сегодня переселил в этот город, ибо Ты нам сказал, у нас есть миссия молиться за этот город, за эту землю стоят в проломе во имя Иисуса Христа. И мы сегодня провозглашаем Твою волю в нашей жизни, Господь. И мы говорим, пусть этот город наполнится Твоей славой, пусть в каждом сердце зажжется огонь Духа Святого, и каждый человек, Господь, он призван
быть спасенным, Господь, и иметь надежду вечной жизни во Иисусе Христе. Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты создал церковь, Ты поставил служителей, Господь, Ты поставил пастора, которого Ты нашел верным служением. Мы благодарим Тебя, Господи, и мы, взирая на Твою славу, мы уповаем на Тебя, Господь. Спасибо Тебе, Господи, что в нашей церкви сегодня есть служение, Господь, служение прославления, Господь. Мы благодарим, что Ты через них высвобождаешь свое царство, Господь. И всякая тьма, она уходит, Господь. Всякие болезни прямо сейчас разрушаются. Всякая немощь уходит во имя Иисуса Христа. Всякая тьма, она разрушается под силой и властью Иисуса Христа. Отец Небесный, Господь, мы призываем Твой мир на этот город, на эти земли, Господь. Благословляем власть имущих, Господь. Мы молимся за начальство власти этого города. Мы молимся и благословляем президента нашей республики, градоначальников, Господь, и всех, кто стоит у руля власти. Мы благословляем их мудростью, благословляем благочестием, страхом Господним, чтобы они, каждый на том месте, на котором они поставлены, они трудились, Господь, с благоговением, Господь, благочинно и пристойно во имя Иисуса Христа. Славим Тебя и благодарим, Господь, и благословляем все церкви по всей республике Саха-Якутия, по всему Дальнему Востоку, Господь. Благословляем союз наш северо-восточный, епископа и всех пасторов, всех тружников Божьей Нивы. Мы благословляем, чтобы в их сердцах всегда горел огонь Духа Святого, чтобы они всегда оставались верны, Господь, своей позиции, своим выбору, Господь. Пусть в каждом из них придет осознанность быть служителями Твоего Царства во имя Иисуса Христа. Также мы молимся, и мы соединяемся со всеми христианами по всей молитве, по всему миру молитва, Господь, за мир, Господь, за то, чтобы земля наполнялась славой Твоей во имя Иисуса Христа, Господь. Пусть на этой земле будет, как на небесах, Господь. Пусть придет Царствие Твое на земле, как на небе. Во имя Иисуса Христа. Пусть во всем да будет воля Твоя, благая, угодная, совершенная. Спасибо Тебе, Господи. И я благословляю вас, драгоценные братья и сестры, ваши уши, чтобы они были открыты сегодня, чтобы слышать Слово от Бога. Я благословляю ваши сердца, чтобы они были открыты, чтобы они были готовы принять Слово Божие, как семя вашей жизни, чтобы оно приносило умножающиеся живые плоды вашей жизни 360 и во 100 крат. Во имя Иисуса Христа во всем да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу! Не садитесь. У нас произошло, как обычно, чудо умножения во время прославления. Не такое большое. Хочется спросить, где все. Но я вижу, у нас появились несколько людей, кого мы давно не видели. Кто-то, может быть, первый раз. Поэтому давайте у меня такое побуждение также. Минимум 3 человека. Подойдите к кому-нибудь, кого вы видите первый раз, либо давно не видели, и скажите что-нибудь хорошее. Благословите человека. Уже можно начинать. Обнимите кого-нибудь, пожелайте здоровья, скажите, как хорошо выглядишь. И пока все это происходит, движуха, можно детей сюда позвать.
Хорошо, дети, подростки, кто есть в зале, кто есть внизу, выходите, давайте мы их благословим. У нас добрая традиция в церкви. На каждом собрании мы всех благословляем. Сегодняшний день он не исключение. И сегодня хороший день, чтобы благословлять детей. И завтра тоже хороший день. Но ключевое слово «сегодня».
И на самом он был, можно сказать, идеальный кандидат из того, что мы смотрим. Он был очень такой атлетически сложен. Но оказалось не таким глубоким и не таким сильным. Можно сказать, что Саул, он отошел, перешел на темную сторону. Что не так он сделал? Послушание Богу здесь, да, мы говорим, у Саула. Бог дал ему совершенно четкие инструкции. Да? Он ему сказал, что ему нужно сделать. Должен пойти, атаковать, напасть на амаликитян, полностью все уничтожить. Да? И уничтожить всех людей, уничтожить все имущество, уничтожить весь скот. И вы согласны, да? Что сделал? Он исполнил все, что ему сказали? Ну, типа. То есть вроде бы пошел и напал, вроде бы завоевал и практически всех истребил, да? Как ему сказали. То есть, заметьте, у него проблем с людьми вообще никаких нету. Если кто-то там, по каким-то гуманистическим взглядам, людей убил всех, как сказали. Одного оставил, царя, остальных всех убили. Царя почему оставили? Не знаю. Наверное, и связи были. Парень влиятельный, может быть, когда-то. Понятно, что без царства-то уже никто. Но можно использовать, наверное. Я не знаю, то есть не говорится, да, но мы можем просто размышлять, какие у него там. Может быть, он там как-то пытался его. Может быть, тот сказал, а у меня вот где-то там есть какое-то сокровище. Без понятия. Но оставил царя, всех остальных. Я просто хочу подчеркнуть, что проблем с уничтожением людей у него не было никаких. Дальше что оставили? Вы понимаете, что скот в то время, да, коровы, быки, овцы, это богатство. Это то, чем люди едят, да, это кожа там и так далее. И что они сделали? Они, все худое написано. Господь сказал, все убьем, а это, как-то жалко, что пропадать добро будет, да? Они оставили все лучшее, написано, еще и помимо, то есть я думаю, там драгоценности, утварь какая-то хорошая, драгоценная. Что добру пропадать-то? Они все это оставили. И Саул здесь, обратите внимание, когда пророк к нему приходит, Самуил и говорит ему, да, он говорит, все сделали, как повелел Господь. В его понимании он все сделал правильно. Заметьте это, да? Он потом, когда ему Самуил говорит, я что-то не понял, а что там за блеяние какое-то, там коровы мычат, что это такое? И тут он как-то начинает понимать, да, и такой, я чуть немножко вперед забегаю. Но хочу, чтобы вы запомнили, вот в его сознании первое, он такой с гордостью, как повелел Господь, мы все сделали. Напали, там убили, все сделали. И у него была вот эта вот проблема вообще вот с пониманием и с посвящением Богу. Что это означает, вот быть полностью посвященным? Я как-то читал историю про одного пастора, и у него в церкви был человек, такой известный доктор, специалист большой в своей области. Но он как-то, вот у него были проблемы с посвящением. То есть вот он хотел как, просто прийти там от случая к случаю, там, кресло погреть в церкви, стульчик, и как бы, особо ничего. А пастор его пытался как-то вытянуть, чтобы он был, использовать его дары как-то для Бога. И они как-то не могли, доктор он не понимал, врач он не понимал вообще всю эту концепцию. И потом пастор, он такой
чтобы как-то донести, он ему привел такой пример. Слушай, говорит, вот представь, что к тебе приходит пациент совершенно с другой там клиники, ему порекомендовали тебя как лучшего специалиста, и он приходит, и он говорит: возьмите меня. Вот там моя карта, вот там мои анализы, вот это вот все, вот моя история болезни. Мне порекомендовали вас, вот никто ничего не может сделать, вы можете. Но вот то, что вы мне будете выписывать, те инструкции, которые вы мне будете давать, там образ жизни какой вести, ну как бы если вот как со мной это все внутри согласуется, я буду выполнять и лекарства принимать. А вот если как-то внутри у меня не откликается, то тогда я этого не буду делать. И он спрашивает этого врача: как ты поступишь? Он говорит: ну я просто откажусь, я не возьму этого пациента. Потому что для того, чтобы человек получил исцеление, или вылечился, не исцеление, ну или по-разному, да, здесь врачей не лечат. Чтобы его вылечить, он должен полностью доверять, и неукоснительное соблюдение всех требований врача, оно просто необходимо. А вот это вот тут буду, тут не буду, тут вижу, тут не вижу, тут рыбу заворачиваю, как бы и такая даже это есть, то, что доктор прописал, да, означает, что это обязательно должно быть. И вот это вот и есть посвящение. Ты должен доверить свою жизнь полностью Богу, без каких-то там вот, ну вот если мне там не будет как-то нравиться вот что-то там, ну я здесь, может быть, как-то там буду следовать, здесь не буду следовать. И часто люди в церкви не ходят в церковь и могут не понимать вот этой вот концепции, что весь без остатка ты как бы, да, посвящен Богу. То есть может человек петь и прославлять Бога в воскресенье, аллилуйя, и там слава Богу, а на неделе как пьяный матрос материт кого-то так, что уши заворачиваются. Сестры там на какой-нибудь духоподъемном мероприятии, которое там посвящено, не знаю, там сестринская конференция какая-нибудь, или там, как у нас Анна Рысматовна приезжала. И вот там все сидят, и все закончилось, потом отдельно где-то группой, раз там кости друг другу перемывают, да, там слухи распространяют. Это не про вас. Это я вообще, в смысле, я не говорю про кого-то конкретно. Не, кроме шуток, в смысле. Но вы понимаете, да, что это, ну, я уже долго живу, много видел, в том числе в других церквях, в других городах, и, к сожалению, это реальность, да. И, знаете, я встречал или слышал о таких лидерах, там, старейшинах в церквях, которые вот там, вот, ну, они знают, что человек согрешил, но он там в грехе, не, мы не будем вот как-то никаких мер принимать. Почему? Да потому что это чей-то родственник там оказался. Ну вот как-то, вот Иисус, он же всех любил, нам сказал. Бывают там, не знаю, лидеры прославления. В одной церкви там вот помазанный человек, там все, но как-то бывает такое, вот смотришь на человека и ненависть в глазах видишь. Никуда не спрячешь. Вот. Такое вот было. А также церковные лидеры, которые известные церкви, можно, я не буду никаких конкретных примеров приводить, не у нас, не в нашей республике, но, да и не в нашей стране, но там, огроменные церкви, миллионные служения, и пользуются всем уважением и так далее, а потом вскрывается, что они там сожительствуют с сестрами в церкви, или там, то есть полный привет. Как такое вообще возможно? Знаете, множество, я думаю, многие люди в какой-то момент они начинают говорить: я так много жертвую. Не обязательно деньгами, да? Я вот там время свое жертвую, я там усилия свои жертвую, я вот там это, я так много сделал.
Вот мне надо, чтобы у меня была какая-то отдушина. Вот что-то там вот. Ну вот здесь Господь меня, я же так много для Него делаю. Я вот там вот и там стараюсь, и вот это Ему сделал. Но я же заслужил немножечко вот каких-то послаблений. Уже просто вот сил нету. Послушание лучше, чем жертва. То, что мы читали. Более того, Бог говорит, что если ты не слушаешься, если ты выбираешь не послушаться, это то же самое, как бунт, как противление здесь написано. Ну, слова синонимы, одно и то же. 23 стих того, что мы прочитали. Ибо непокорность, то есть ослушание, когда ты выбираешь, есть такой же грех, что волшебство, и противление тоже, что идолопоклонство. Вы знаете, что Бог, Он ненавидит волшебство, ворожбу, и идолопоклонство это вообще, да, мерзость в глазах Господа. Первая заповедь, да, возлюби Господа Бога твоего. И здесь Он ставит равенство. Непокорность такой же грех, как волшебство. А бунт или противление тоже, что идолопоклонство. Насколько это ужасно, да, в глазах Бога. Бог, Он смотрит, что послушание, оно более важно, чем все остальное во взаимоотношениях с Ним. Второзаконие, 11 глава, 26-28 стих. Бог, Он дает закон, да, израильскому народу. Говорится следующее. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня. А проклятие, если не послушаете заповеди Господа. Исход, 15 глава, 26 стих. И сказал: если ты будешь слушать гласа Господа Бога твоего и делать угодное пред очами Его, и внимать заповедям Его, и соблюдать все уставы Его, то не наведу на тебя ни одной из болезней, которых навел я на Египет, ибо я Господь, целитель твой. Евангелие от Иоанна, 14 глава, 15 стих, Иисус говорит следующее. Если любите меня, соблюдите мои заповеди. И дальше, первое послание Иоанна, 5 глава, 3 стих. Ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его. И заповеди Его не тяжки. Послушание, оно как фундамент вообще наших взаимоотношений с Богом. Вы согласны? Это гораздо важнее. Мне вот сейчас просто такой тоже пример на ум. Вот представьте, взаимоотношения, например, родителей и детей. И ребенок, он может представьте, грош цена, да, вот там, ну, насколько тебе будут там какие-то приятные подарки, если он плевать хотел вообще на все, что ты ему говоришь, если он тебя вообще ни в чем не слушает, и потом принес там что-то сделал или там, что это вообще, как? Насколько тебе будет это? Итак, послушание – важнейшая часть, да, наших отношений, взаимоотношений с Богом. У нас могут быть здоровые отношения, взаимоотношения, здоровая взаимосвязь с Богом, только если у нас послушное сердце. Если в сердце твоем бунт, то это проблема. Кто-то может сказать, ну а как быть? Каждый же в своей жизни он согрешал, если ты ослушался, вот там не исполнял каких-то заповедей, и что тогда вот с этим вот делать? Вы все знаете, да, у нас есть местописание. 1 Иоанна, 1 глава, 9 стих. Да? Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Аминь. Очистит нас от всякой неправды.
каждый раз, осознанно или неосознанно, ты ослушался. Но нам нужно приходить к Богу для того, чтобы признать, что, ну вот, не получилось. Господи, прости. Но покаяние важно. Каким образом покаяние, оно решает вообще вот эту проблему с непослушанием? Знаете, оно выводит наши отношения с Богом на тот уровень, на котором они должны быть. Они говорят, что ты Бог, я нет. Не я рулю в своей жизни. Я ослушался, я признаю это. Он Бог, который дал тебе все, что у тебя есть в твоей жизни. И Он тот, кто имеет право просить нас изменить наши жизни и покаяться в наших грехах. Но Саул, он не думал таким образом. Насколько я вижу, вот он так и не покаялся в своем грехе. Обратите внимание, да, когда Самуил говорит ему, вот обличает его, что происходит? Вот 15 стих. И сказал Саул, он говорит, что там происходит? Блеяние какое-то там, вот, все вот это вот. И сказал Саул, привели их от Амалика, так как народ пощадил лучших из овец и волов для жертвоприношения Господу Богу твоему. Прочие же мы истребили. У него была заповедь, да, он был ответственен за это, что нужно истребить все. И у него не было проблем с людьми там, ну вот как-то богатство-то жалко. Там собрался у ворот народ. И вот этот народ, я-то хотел, я-то послал, я им сказал. А вот они, людишки, как-то вот решили для себя приберечь. Но все для того, чтобы принести в жертву Богу. Благие же намерения. Все самое лучшее. То, что я здесь вижу, знаете, он пытается переложить вину вообще с себя. Стрелки перевести. То же самое, как Адам делал в саду, да? Когда Бог ему пришел и сказал, кто тебе сказал, что ты наг, да? Или там, не ел ли ты с дерева? Жена, которую ты дал мне, она ела и мне дала, да? Это не я. И чем больше, да, как бы Саул он обвиняет, Самуил, он обвиняет Саула или показывает ему, тем больше Саул он пытается защитить себя. Вот дальше 21 стих он говорит. Народ же из добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения Господу, Богу твоему в Галгале. У нас намерения хорошие. Может быть, мы там что-то немножко но мне кажется, вот так гораздо лучше будет. И потом дальше, в конце, 24 стих. «И сказал Саул Самуилу, согрешил я». Казалось, вроде бы вот оно, где-то покаяние, оно рядом. «Ибо приступил повеление Господа и слово твое». Ну здесь смотрите опять. «Но я боялся народа и послушал голоса их». Не я, вот они меня заставили. Снова и снова он, на самом деле, у него нет покаяния. Он просто переводит стрелки с себя, да? Я боялся всех этих мужиков вооруженных. Но если б не они, я бы вот точно до конца бы послушался Господа. Почему Саул, он не исповедует свои грехи? Почему он осознанно ослушался Господа, а потом еще и пытается обвинить кого-то другого в этом? Мне кажется, вы знаете, часто бывает, когда люди начинают звездить, когда они достигли каких-то высот, когда Бог Он их поднял, и Он им что-то дал, то как-то они начинают уже не так на Бога смотреть, как-то тесно вдвоем там на Олимпе. Еще раз, 12 стих вот этой 15 главы. Смотрите.
И встал Самуил рано утром и пошел навстречу Саулу. И известили Самуила, что Саул ходил накормил на гору, и там поставил себе памятник. И сошел в Галгал. Ребят, человек при жизни себе поставил памятник. Ничего в мире не меняется, у нас тоже были, да, вот такие. Ну, когда после смерти или когда кто-то тебе ставит памятник, да, еще куда ни шло. Когда люди, они там, я не знаю, вот знаете, вот в Советском Союзе было, вот, например, дважды Герой Советского Союза, если человек становился вот во время войны, то по закону было прописано, что ему на родине ставили бронзовый бюст. Но это не человек своими усилиями. Но когда вот там я себе воздвигну памятник при жизни, он не пошел, не поставил какой-то монумент, триумфальную арку в честь победы, во славу Господа, где были бы какие-то символы Богу, да, он себе памятник поставил. Был еще один человек, ну, насколько я знаю, в Писании всего лишь один. Это Авесолом, сын Давида, который взбунтовался против своего отца. И он тоже себе при жизни памятник ставил. То есть в обоих случаях гордость, она, высокомерие просто зашкаливает. Саул начал думать, да, что он заслуживает вот этого, да, ну, у меня власть, я принес победу, я там сделал то. И он таким образом просто выдавил Бога. Я думаю, что именно в этом кроется причина, почему он не Богу поставил памятник или какой-то монумент, а себе. И я думаю, что вы встречались, может быть, с похожим, знаете, в церквях. Ну, может быть, не в такой мере, но люди, они одинаковы. И тогда, и сегодня. И если масштабировать, не обязательно человек, он занимает какой-то высокий пост, и он себе ставит памятник. Но людям вообще свойственно цепляться за власть и оберегать границы своего влияния, если так можно сказать, политически корректно. Куда ты вот? Это мое, это вот я тут. Иногда бывает, люди, знаете, вот бунт, и церкви, они... Церковь существует давно, да, больше 2000 лет. И поместные общины, они тоже разные. И где-то терпели крах. Знаете, я как-то вот, я помню, в одной из церквей вот назревал вот конфликт, и церковь, она была на грани раскола. В конечном итоге они раскололись, но то есть одна группа другой там давай предъявлять что-то и говорят, что вот, где у нас устав. То есть вы знаете, как религиозная организация, государство требует, как у любой организации, должен быть устав, который регистрируется в Министерстве юстиции. Это то, что требует государство. Ну там понятно, что мы должны соблюдать законы и так далее, но когда доходит вот до этого, когда люди пытаются светскими законами заткнуть за пояс кого-то другого, вот давай мы посмотрим на это, другое на это. Вот мое отношение, знаете, церковь, которая не хочет соблюдать Слово Божие, исследовать по Писанию, где Бог говорил, что не судитесь, да, там. Такая церковь, она недостойна того, чтобы существовать, в принципе. То есть, вот они там и раскололись. Ну, потом что-то осталось. Часто бывает, знаете, когда люди начинают говорить «моя церковь». Не в том смысле, что вот как наша церковь, приходи к нам там. А вы понимаете, да, вот «моя церковь». Хочется спросить, руки покажи. Нет ничего. Да? Пока у тебя отметины не появятся,
Ты не имеешь права говорить, что это моя церковь. Не ты пролил кровь, не ты умирал за нее. Поэтому мы всегда подчеркиваем, да? Это церковь не чья-то там, в смысле людей. Церковь его. Он глава церкви. Потому что он ее создал, он за нее умер. Аминь. Я думаю, что Саул, вот он, знаете, он попал в эту вот ловушку власти и вот гордости. Так сладко человеку. Он не думал о Боге, как о том, кто поставил его. Ну, он когда-то думал, а потом он забыл это. Все то, чего он достиг, все, что у него было, он думал, что он уже заслужил этой власти, этой позиции. И потом позже, если дальше читать, мы знаем, что когда потом Давид, он должен был стать царем, и когда Саул, он узнал об этом, то есть это прямая угроза его власти, он что пытался? Он пытался его убить 3 раза. Да? До такой степени. И пока вот, знаете, я готовился, вот для меня вот дошло действительно, что вот гордость в сердце Саула, она вытеснила Бога просто. Ему уже не осталось места. Давайте мы посмотрим, вот смотрите, Псалом 9, с 23 по 25 стих. «По гордости своей нечестивый преследует бедного, да уловятся они ухищрениями, которые сами вымышляют. Ибо нечестивый хвалится похотью души своей, корыстолюбец ублажает себя, в надмении своем нечестивый пренебрегает Господа, не взыщет, во всех помыслах его нет Бога». Вот в этой главе, которую мы прочитали, Саул трижды, снова и снова, это вот там в 15, в 30, и вот здесь 21 стих, который мы сейчас прочитаем, он говорит следующее, что, ну, давайте 21 стих, он говорит: «Народ же из добычи, или добычи, из овец и волов взял лучшее из заклятого для жертвоприношения, внимание, Господу, Богу твоему». Он уже даже себя и не ассоциирует. Вот пришел там этот пророк, он не говорит, что моему Богу, нашему Богу, вот мы там для твоего Бога приготовили. Грех, которым является гордость, он отделяет нас от Бога, от нужды в Боге вообще. Гордый человек, он: да мне никто не нужен, я сам по себе. То есть гордость, она вот с того пьедестала, который должен занимать Бог в нашей жизни, она Бога убирает и воздвигает самого человека, да? Хотя он должен быть руководителем, главой нашей жизни, да, если можно так сказать. И написано, что ты не можешь служить 2 господам. Либо Бог, он твой господин, либо он твой раб. По-другому не может быть. И здесь, кстати, тоже можно сказать, что любому Богу нужен памятник. Вот он себе и поставил. Да? К чему я это говорю? Вот уроки вообще из проповеди, которые мы можем извлечь. Не обманывайся, что ты можешь использовать свои, может быть, очень выдающиеся заслуги пред Господом, свою жертву, все, что ты делаешь для Него, как оправдание чему-то, что ты ослушаешься в своей жизни. Гордость, горечь кому-то, чистота, нечистота в сексуальном плане. Служить Господу — это замечательно, это прекрасно. Но все твое служение, вся твоя жертва, она не может
скрыть непослушного сердца. И второй урок. Если ты ослушался, если ты понимаешь, и совесть твоя, она тебя обличает, не переводи ни на кого стрелки. Возьми ответственность за свою вину. Не пытайся обвинить кого-то другого. Просто признай, что ты потерпел неудачу. Покайся пред Богом. Начни сначала. И третье. Давайте посмотрим вот Якова, 4 глава, 6 стих. Но тем большую дает благодать, посему и сказано: Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И 10 стих той же главы. Смиритесь пред Богом, и вознесет вас. Когда верующий христианин, его разум, он наполнен Богом, он думает о Боге, он учится, как поступать в жизни, как вести себя по Божьему замыслу, не своевольно, как выполнять Его заповеди. Они учатся смирять себя пред Богом, исповедовать грехи, если они потерпели неудачу, если где-то оступились, и быть послушными Богу, и почитать то, что кто Он есть, что Он требует, чего Он хочет от нас. Аминь. Когда вот я был на Камчатке, я вам рассказывал, что вот церковь пастора Алексея Морщинина, который был у нас, вот они построили здание, и я смотрел и сравнивал, и вот он просто показывал, так как у них сейсмоопасный регион, у них особые требования к строительству, и вот все соединения, вот, например, сварочные, которые вот у нас есть, знаете, там все гораздо сложнее, там все гораздо усиленнее, плюс они еще на всякий случай делали даже сверх нормы. И вообще это интересная вот вещь, Камчатку трясет постоянно, все время. И по бальной системе там разные. Бывает сильные землетрясения, бывает не очень. Но вы когда-нибудь слышали, чтобы там здания рушились? Когда-то было что-то, давно. Но потом, да, вот существует строительный кодекс, СНИПы есть, вот для сейсмоопасных регионов, у нас, например, да. И есть стройнадзор, который смотрит за этим, и он наблюдает. И вот там он показывал, там есть какая-то пятиэтажка, по-моему, ну или какое-то КПДшное здание, еще в Советском Союзе построено, в советское время, и оно на каких-то рельсах, по какой-то технологии, когда его трясет, оно просто вот куда-то там ездит, и у него оно до сих пор стоит, оно как бы отделка у него не очень, ну КПД, то есть крупнопанельное домостроение. Но сам по себе факт, что оно не падает. Еще в советские времена построено, там 80-е годы, что ли, его построили. И все, что новое они строят, ничего у них не падает. И я не знаю, как с частными домами вообще, но я и про частников тоже ничего не слышал. Но вот вы знаете, если взять вот Соединенные Штаты, например, я сейчас не хочу сравнивать страны, там, системы, я вообще не про это. Но у них также, вот, например, во Флориде, штат Флорида, это южный штат, там Куба рядом. Но проблема в том, что там постоянно ураганы. И ураган это, там торнадо бывает. И вот всякие, когда новости ужасные, там, то, что с моря приходит, откуда-то он там движется, сметает просто вообще все. И, знаете, как-то я помню, я смотрел репортаж, я учился просто там очень давно, когда-то, да, и там проблема просто, вот как бы у нас дома, они, ну, у нас по-другому, наверное, никак нельзя, хотя тоже строят вот сейчас щитовые дома, например, да, вот там по такому же принципу, знаете, там все какой-то вот, пальцем ткнешь в стенку, а там гипсокартон. То есть, если сильно кулаком ударить, можно на улицу вылететь, как бы. И вот такое, и как бы, когда там такие вот ураганы, но вот все административные здания, там, школы, какое-то, знаете, там все построено железобетон. Конструкций, никаких проблем вот с ураганами нету. Но я к чему это говорю? Знаете, как-то вот был ураган, и в округе вот там как бы городишко такое, и вот там вот все вот такое вот люди строят. Вообще все смело, ничего не осталось. Один единственный дом остался целый.
И вот корреспонденты там понаехали, и мужчина, он приезжий. Он приехал с какого-то, на старости лет, на пенсию, в Южный штат, переехал, построил дом. И говорит, как так, вот как бы все там соседи, там просто вот, с вертолета снимают, все разрушено, его дом стоит. Он говорит, я, говорит, не знаю, я как-то привык по правилам. Я просто приехал, взял строительные нормы. Здесь написано, что для того, чтобы дом, так как у нас это ураганоопасный район, для того, чтобы дом выстоял, нужно строить вот из того-то, из того-то. И то есть, если написано, нужно брать швеллер металлический, я брал металлический швеллер. Если написано, арматура там на 12 должна быть, я брал арматуру на 12. И говорит, у меня, говорит, дом, мне сказали, что если я построю в соответствии с требованием, мой дом выстоит. И потом такая фраза, мне кажется, все остальные, наверное, как-то не соблюдали просто требования. Потому что люди просто строят, как быстрее. Знаете, Иисус, он рассказывал по поводу человека, который построил дом свой на скале. Да? Матвея 7 глава, 24-25 стих. «Итак, всякого, кто слушает слова Моисии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот. И он не упал, потому что основан был на камне». Аминь. И наша церковь, она называется краеугольный камень. И камень этот кто? Иисус. Именно поэтому он глава церкви. Если ты будешь строить свою жизнь на таком основании и в соответствии с теми требованиями, которые есть в Священном Писании, то, что Бог, Он тебе говорит, как строить, не ходи туда, не ходи к ворожеям, не ходи к гадалкам. Вот если Он сказал, не надо туда ходить. Почему? Да потому что хуже тебе будет. Это просто как пример. И все остальное. Мужья, довольствуйтесь своими женами, да? Хольте и лелейте их. Любите, написано. Будешь так поступать, хорошо тебе будет. Оно вернется. Вы понимаете, да? Аминь. Давайте мы поднимемся. Давайте помолимся. Если Господь, Он что-то тебе показывает, может быть, обличает в чем-то, может быть, ты примешь какое-то решение, тогда какое-то время возьмем, помолитесь, хорошо? Аллилуйя. Отец Небесный, Господи, Господь, научи нас быть послушными, слышать голос Твой, Господи, научи нас различать Его, отличать от других, Господи. И дай нам мудрости и смелости исполнять все, что Ты говоришь, все, что написано в Слове Твоем. И прости нас, Господи, если в чем-то мы ослушивались Тебя. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь. Аминь. И я хотел спросить, если у нас есть люди в зале, вы ни разу не молились молитвой покаяния? Потому что все, что я говорил, оно не имеет никакого смысла, если человек, он не принял Христа как своего Господа и Спасителя. Если у нас есть кто-то, я могу с вами помолиться. Смотришь, я вас всех знаю. Я вас всех видел. Слава Богу. Я так опасался, что я затяну, потому что когда вот эту главу еще поместил, у меня оказалось так много текста, я думал, что что-то как бы вас не утомить. Поэтому старался так быстро-быстро, что мы даже чуть раньше закончили. Слава Богу. Группа прославления. Давайте мы споем что-нибудь. Уже нас порадуйте еще. Пока они выходят, я хочу вам сделать небольшой анонс. Знаете, у нас вот на днях была распродажа в компании S7. И я просто хочу вам сказать, что
мы воспользовались возможностью, потому что, вот, например, билеты, которые стоили там 14 тысяч до Владивостока, они стоили всего лишь 5. Поэтому я не преминул возможностью, как бы я пригласил Андрея Манжосова к нам за 5 тысяч. Как бы, да, он будет в январе у нас. Как бы, может быть, кто-то может сказать не скоро, но у него тоже график такой плотненький. Он потом в феврале еще будет, мы поедем в Сунтары, поселок, и там будет рукоположение от пастора Николай, то есть он сейчас как временно исполняющий, пройдет год, будем за него молиться, там будет конференция, но так как рейсы, они не очень как бы построены, скомпоновать, когда он поедет в Сунтары, это будет в феврале, он у нас здесь, он будет в городе какое-то время, несколько дней, может быть, с ним можно увидеться, консультации, что-то, но он не будет проповедовать в церкви, но в январе он приедет на неделю целенаправленно к нам, на неделю, поэтому можно будет выжимать его по полной, ну, несколько дней, если у вас есть какие-то там пожелания, консультации, что-то. Я думаю, что мы проведем семинар по поводу домашних групп, скорее всего. И что еще хочу сказать. Также мы взяли билеты для Анны Рысматовны Сандыбаевой, которая к нам приедет. Я не знаю, мы уже проводили несколько раз сестринские, и если у нее есть другие как бы планы, но если хотите, мы можем сделать. Мне кажется, женского общения мало никогда не бывает, поэтому и тем более она такой помазанный человек, можем это сделать. Также я думаю, что мы для молодежи сделаем и для всех желающих, это курсы ораторского искусства. Может быть, кому-то это будет нужно. Ну и для молодежи мы отдельно. Просто вот они будут у нас, она приедет также с мужем. У нее муж такой благословенный Александр, я не знаю, он просто не очень красноречив. И как-то... Но, знаете, когда мы обычно приезжаем, это человек дела. Когда проходят какие-то конференции, вот вообще пастора собираются, это союзные конференции, много-много людей. И вот Александр, он постоянно готовит что-то. Он готовит плов изумительно здоровый. У него такой колпак, одежда, вообще все там это. И он просто мастерски готовит всякую еду. Я как-то, с одной стороны, думал попросить его что-то приготовить, но мне прямо так жалко его куда не зовут. Его зовут обязательно везде готовить. Я поэтому хочу, чтобы он к нам приехал просто отдохнуть. Ну, посмотреть, и чтобы его в этом плане... Но готовит он изумительно. Вот, у него много, у него и бизнес свой был, там всевозможные и шашлычные, и всякие закусочные. Сейчас они все закрыли, но вот. И просто вживую можно будет, может быть, Рысматовна вам что-то говорила про него. Как бы, вот они будут здесь. Хорошо, давайте мы прославим Господа также и будем заканчивать наше собрание на этом. Душа моя поет,
лучше может быть любви Твоей? Что лучше милости Твоей, ведущей нас домой к Тебе? Что лучше может быть любви Твоей? Что лучше милости Твоей, омывшись Ты с души моей? Что лучше может быть любви Твоей? Что лучше милости Твоей, ведущей нас домой к Тебе? Что лучше может быть любви Твоей? Ведь оставить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать мы будем. Ведь оставить, восклицать, сердцем всем хотим Тебе хвалу воздать. Аллилуйя, будем славить и восклицать в каждом дне. Аллилуйя, Тебе наш Бог. Хорошо. На этом наше собрание закончено. С миром Божьим по домам. Господь пусть вас благословит обильно. На эту предстоящую неделю можно вниз спуститься, пообщаться, чаю попить. Все, оставайтесь на связи, смотрите за сообщениями в группе. До свидания.